ждал своего президента и дождался. В 13:30 местного времени президент прибыл в Улан-Удэ со своей командой, которая насчитывала более 100 человек на 4 самолетах, на одном из которых прилетел сам президент, один предназначался для команды, один резервный и транспортный борт, который доставил бронированный ЗИЛ Ельцина. Из 120 заявленных представителей прессы, телевидения и радио аккредитацию получили 42, это вместе с журналистами, операторами, звукорежиссерами и осветителями. Львиную долю заняли москвичи. Телевидение Бурятии представляла одна съемочная группа. Наши шансы снять президента свелись практически к нулю. И все же счастливый случай в буквальном смысле столкнул нас с Борисом Николаевичем, как говорится, лицом к лицу. Этих кадров вы не видели по телеканалу «Россия» и по Останкино, а впрочем, посмотрите сами. Все как есть, без монтажа. Правда, недолго. Народ встречал своего президента довольно бурно, а мы волей случая оказались в центре событий. Аппаратура у нас дорогая, а охрана у Бориса Николаевича, мягко говоря, знает свое дело. Тем более, что встреча была внеплановая. И так, как говорится, чем богаты. Ребята, камеру не толкай. Тихо. Пока иди порт. Где порт? Не у меня. Тихо, давай. Да вот там баба его. Пушкинский район. Земляки вы камеру перевернете. Ну и что? Он как раз наша деревня. Начнется снижение цен, повышение жизни. Я убежден. Мы вас поддерживаем, Борис Николаевич. Давайте, так держать. Вы сразу на программу. Все правильно. Потерь. Как схватил этот микрофон. Вот таким получился наш материал за несколько часов пребывания в столице Бурятии, городе Улан-Удэ. Конечно, немного, но если учесть, что из 30 автомобилей кортеджа Ельцина нам не досталось ни одного, по городу мы ходили пешком, нося с собой аппаратуру, которая весит более 30 килограмм, а если учесть, что температура составляла 30 градусов, занятие малоприятное в незнакомом городе, ходить по такой жаре. Мне остается только от вашего лица выразить благодарность за мужество оператору Виктору Ехничу. Пока.